Надо учитывать, что, во-первых, как сама Конституция, она же не рождается как бы по прихоти кого-нибудь, там, какого-нибудь политического деятеля или руководителя, тем более страны. Любая Конституция любого государства, она выстраданная. Это документ, можно сказать, ну, примеров миллион в мире, когда меняются конституции, там меняются формы, там, да, взаимоотношения там, с большими странами, смело. Но основа, вот именно эта конституция, как раз-таки абхазская последняя конституция, ну, назовем условно конституция Владислава, да, она подстроена именно под ту идеологию, которую Владислав выстроил. То есть речь может идти только о независимости государства. Вот. И тем более, что эта конституция, она, можно сказать, что залита полностью кровью, потому как потерять в освободительной войне 4% репродуктивного возраста, это приравнивается к серьезным таким геноцидам. Я бы спросил бы тех, которые об этом говорят, допустим, 140-миллионной России, если за независимость страны 4 миллиона, это, ну, 4%, ну, представьте себе, какая сумма, да, получается где-то в порядке 20 миллионов человек, если пострадали бы, или в той же Грузии, где должно было пострадать не менее 120-130 тысяч человек, учитывая там 4-миллионную нацию. И вот после этого говорит о том, что можно делиться тем более каким-то суверенитетом, там, тому подобное. Я считаю, что это просто преступление. Это преступление перед собственным народом, преступление перед собственной историей. Это мой ответ. Не совершайте преступлений и не делитесь своим суверенитетом. Тем более, что суверенитет это не ваша личная заслуга. Скажи, пожалуйста, что надо предпринять для того, чтобы независимость Абхазии, суверенитет, наоборот, укреплялся, и чтобы мы двигались по заданному пути, Владиславом заданному? Что надо сделать? Трудный вопрос, конечно, что надо делать. Готовых рецептов нет, естественно. Но первое, конечно, безусловно, просто не изменять собственной совести. Если оно у вас есть, не изменяйте этой совести. Еще раз посоветовал бы перечитать опять-таки, и пусть сделают историю Абхазии настольной книгой, и больше возвращаются, а не так, как, знаете, там, через там какие-то... В жизни один раз прочли, это достаточно. Вся наша история говорит о том, везде есть подсказки. Я уже не говорю, я по эпохам не буду делить там 30-е, 40-е, там 20-е, 10-е там, или 19 век. Просто постоянно надо историю как мантру перечитывать и понимать, что там есть как раз таки... На многие вопросы ответы можно найти. И даже по сегодняшним таким злободневным темам, там, апартаменты, не апартаменты, что у нас было 20-е, 30-е, 40-е годы, что у нас было в 19 веке, там есть ответы. Значит, раз есть угроза, значит, ее нельзя применять, потому как... И так народ, который находится на грани исчезновения и где боремся за каждый индивидуум, владеет он абхазским языком или нет. Это страшно даже представить, что может нас ожидать, если мы откажемся от этих принципов. А основной принцип, я возвращаюсь, изучайте историю собственного народа, и ни в коем случае не изменяйте собственной совести, если она у вас есть. И как бы банально ни было сказано, все-таки жить по принципам, которые завещал основатель нашего современного государства Владислава. А его идея как раз-таки заключалась вот в трех принципах. Да? Это язык, это Апсадгил, то есть родина, и Апсуара, который
держится на 3 китах. Как только мы одну из этих убираем, стул начинает шататься. На 2 ножках невозможно удержать плоскость. Каким ты представляешь себе будущее Абхазии, вот ближайшие, может, 10-20 лет, 30, может быть? Каким бы ты хотел видеть Абхазию вот в это время? Ну, каким я хотел бы видеть? Естественно, независимым. Я понимаю прекрасно, что в процессе глобализации полностью быть независимым от окружающего мира ни одной страны нету. Даже самое крупное, самое мощное государство, как Соединенные Штаты, оно тоже зависит от корпоративных каких-то интересов, транснациональным каким-то корпорациям. То есть у них даже нет независимости. Вот Россия сегодня пытается как бы оторваться от этих транснациональных этих, да, и пытается создать собственный суверенитет. Вот самая огромная страна пытается сегодня создать собственный суверенитет. Нам будет, конечно, сложно сохранить полную независимость. И глупо, конечно, говорить о том, чтобы быть полностью независимым. Но сохранить собственный стержень, сохранить собственную конституцию, собственную землю. А земля – это одна из этих 3 столбов, то, что я говорил. И выстраивать взаимовыгодные взаимоотношения. То есть не должно быть так, чтобы только мне и ничего тебе, да, если ты ведешь контакты с соседями, мы не можем на остров Мадагаскар переселить ни соседей, ни себя. Мы должны также контактировать и с Грузией. Из Грузии выстраивать нормальные добрососедские взаимоотношения на договорных основах. Конечно, любые договоры когда-нибудь они обрываются, но на данном этапе нам нужно выстраивать отношения с соседними странами и жить, воспитывать поколение, и чем больше в образование вкладывать, и видеть образованную молодежь. Вот это и есть, я думаю, что главный задел в будущее. Вот. А так, алчные люди есть и будут, те, которые будут захотят там все продать и распродать. Это временщики, которые паразитирующие на теле, которые будут паразитировать. Я все время пытаюсь, все, что с Абхазией и вообще с абхазами происходит, я пытаюсь связать с какими-то природными такими явлениями. Вот у меня на дачном участке есть дуб, да, он прекрасно рос, и листья хорошие давал, и тень, все. А в этом году я обратил внимание, что начал сохнуть. Из-за того, что вот это сорняки, которые, вот эти лианы, которые вроде, они красиво смотрелись вместе, паразиты начали побеждать, и вот этот мой, я не скажу, что тысячелетний дуб, но, наверное, лет 200-300 как минимум, он начал сохнуть. Вот то же самое и может с абхазским обществом. Чем больше паразитов возникает, тем больше будут уничтожать вот это вот корень, на чем. Хотя эти паразиты, они сами питаются у этого. То есть паразиты переборщили, да, они выкачивали с него соки. То есть паразит, вот это, да, лиана красиво растет, очень красивые лианы там. Но они переборщили, перебор произошел, они погибнут вместе. Вот этим же паразитам, которые сегодня паразитируют, надо понимать, что если вот это условный дуб, страна, там, народ, этнос, оно рухнет, и вы тоже попадете под этот. И просто сбавьте свои аппетиты и как-то живите с собственной совестью. А кодекс у нас есть, просто ее надо вспомнить. Это и есть Апсвара.